Установление советской власти и ее утверждение. Рассмотрим два вопроса. Первый – установление советской власти в Кыргызстане. Второй – гражданская война и укрепление советской власти. Февральская революция в Кыргызстане. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года стала важнейшим событием в истории населявших Россию народов. Революция, свергнув царскую власть, дала народам политические свободы. Вышли из подполья политические партии, получила свободу печатное слово. Наряду с другими политзаключенными был освобожден из тюрьмы и первый кыргызский революционер-большевик Жукеев. Провозглашение революции принципов демократической республики, идеи огосударствления земли, введение 8-часового рабочего дня и других общедемократических преобразований во многом отвечали чаяниям кыргызского народа. Весть о победе февральской революции достигла Кыргызстана только в начале марта. В Пишпеке, Аше и других уездных центрах, на угледобывающих ирригационных предприятиях с большой концентрацией рабочего пролетариата проходили массовые митинги и демонстрации, на которых выдвигались требования о ликвидации царской власти, введении 8-часового рабочего дня, прекращении войны, освобождении политических заключенных. 6 марта 1917 года в Кызылкие шахтеры образовали Совет рабочих депутатов. Свой совет 16 марта выбрали шахтеры Сулюкты. 6-7 марта в Пишпеке, 14 марта в Аше были образованы советы солдатских депутатов, немного позже появились советы в Токмаке, Нарыне, Прижевальске. Буржуазия и феодалы-манапы, поддерживающие Временное правительство, параллельно советам начали создавать свои органы власти, так называемые исполнительные комитеты, общественные комитеты безопасности. От имени Временного правительства они намеревались осуществлять власть, продолжая политику бывшей царской администрации. Февральская революция, хотя и сыграла важную роль в истории России, предоставив политические свободы, вместе с тем не решила основных вопросов о земле и мире, 8-часовом рабочем дне и народной власти, которые требовали решить рабочие и крестьяне. В Туркестанском крае у власти оставался тот же генерал-губернатор Куропаткин, исполнявший теперь обязанности комиссара Временного правительства. Остались у власти прежние военные губернаторы областей и начальники уездов вместе со своими аппаратами управления. В Жетысуйскую область, включающую и Северный Кыргызстан, комиссаром был назначен Шеболин, бывший начальник Прижевальского уездного управления по обустройству переселенцев. Отличившийся при подавлении восстания 1916 года поручик Заминовский стал уездным комиссаром в Пишпеке, Дряхлев в Аше, Ходосов в Прижевальске. Представители местного населения создавали свои организации, объединяли силы, которые выступали за ликвидацию колониального гнета, национальное освобождение и равноправие. Например, в апреле 1917 года в Пишпеке был создан Кыргызский общественный комитет. Такие комитеты образовывались и в других городах Северного Кыргызстана. Однако подобные комитеты, организованные по националистическому характеру, были рыхлые и занимали колеблющие позиции. Таким образом, в Кыргызстане, в отличие от Центральной России, образовалось три власти, состоявшие из Совета рабочих и солдатских депутатов, комитетов Временного правительства и националистических по характеру кыргызских общественных комитетов. Вместе с тем, предпринимаемые той или иной стороной попытки наладить и закрепить конструктивные взаимоотношения для осуществления совместного руководства действенных результатов не достигли. Реальная власть оставалась в руках Временного правительства. Образование в Кыргызстане политических организаций. Весной и летом 1917 года все слои населения Кыргызстана стали активно включаться в политическую жизнь. В марте в Сулюкте, в апреле-июне в Пишпеке, Аше и Кызылкие образовались различные группы социал-демократического толка. Летом 1917 года в Пишпеке под руководством Абдыкерима Сыдыкова было организовано местное отделение национальной партии «Алаш». Это буржуазно-демократическое направление партии было создано в Казахстане. Во главе ее стояли представители казахской интеллигенции, такие как Алихан Букейханов и Ахмед Бектурсунов. В партию входили представители казахской и кыргызской интеллигенции, демократически настроенная мелкая буржуазия и баи, некоторая часть рабочих и дихкан, служители религии. Основной целью национальной партии «Алаш» было создание независимого государства казахского и кыргызского народов. Активное участие в организации местных отделений партии приняли кыргызские интеллигенты Ишиналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Тулин, Сурамбаев, Чукин и другие. Местные отделения партии были созданы в основном в Северном Кыргызстане. В 1918 году «Алаш» была ликвидирована, хотя ее прогрессивные представители добросовестно служили советской власти. В Южном Кыргызстане был создан местный филиал партии «Шуро и Ислам» «Исламский Кенеш», объединивший узбекских и кыргызских баев, служителей мусульманской религии и представителей интеллигенции.
Партия была создана в марте 1917 года в Ташкенте. Преследовала цель создания в составе буржуазной России туркестанской национально-мусульманской автономии и имела некоторое время определенное влияние среди населения. Местным филиалом партии в Кыргызстане руководил Таш Кудайбергенов. После разгрома Каканской автономии филиал был ликвидирован. Были попытки организовать на территории Кыргызстана местной организации партии «Социал-Туран». Членами ее предполагали стать представители торговой буржуазии, учителя, ученики, переводчики. Они поддерживали линию партии на создание суверенного объединенного тюркского государства. Но еще до окончательного расформирования партии была запрещена как реакционная. Начали создаваться и такие союзы, целью которых была защита коренных интересов трудящихся и простого народа. Например, в мае 1917 года была основана демократическая организация «Союз Бухара», объединившая бедняков и крестьян-середняков Пишпекского уезда. Союз Бухара был создан на интернациональной основе в мае 1917 года по инициативе Имаша Кобекова и Бакреддина Сайбаева. Членами его помимо кыргызов стали и бедняки других национальностей – казахи, татары и другие. Программа Союза предусматривала защиту интересов трудового народа, повышение политического сознания кыргызского народа, установление демократических принципов во всех сферах жизни кыргызского общества. Учредительный съезд Союза Бухара проходил 9-10 сентября 1917 года в Пишпеке. Председателем правления был избран Сарыкулаков, заместителем Кобеков. На съезде был принят устав и создано кооперативное потребительское общество при Союзе. Уже осенью 1917 года в этот союз вступило около 7 тысяч жителей Пишпекского уезда. В мае 1918 года Союз Бухара был преобразован в Совет кыргызских-пролетариев. Помимо этого в Кыргызстане были созданы и другие союзы, объединявшие трудящихся различных профессий и социальных слоев. Весной 1917 года в Пишпеке был создан Союз рабочих и кустарей, объединивших рабочие и строителей Чуйской ирригационной системы. Соответственно, в Кызылкие и Сулюкте Союз рабочих горняков, крупное объединение бедняков Союз рабочих и батраков. Под руководством этих политических организаций народные массы на митингах и демонстрациях выдвигали требования дать свободу порабощенным народам, прекратить империалистическую войну, вернуть землю крестьянам, принять меры против разрухи и голода, установить 8-часовой рабочий день и другие. Временное правительство не решило ни одного из этих вопросов. В результате недовольство и городского, и сельского населения неуклонно возрастало. В революционные волнения активно вовлекалась кыргызская беднота и батраки-переселенцы. В условиях образовавшейся в период с февраля по октябрь 1917 года в Кыргызстане сложной политической обстановку, инициативу в руководстве массами сумели взять большевики. Ближе к осени все советы вели активную подготовку ко второму Всероссийскому съезду Советов. Из Сюлюктинского совета на Самаркандской областной конференции делегатами на съезд были избраны деканов от рабочих, фролов от солдат. Избиратели поручили им передать съезду свои наказы. Всю власть отдать в руки пролетариата, конфисковать помещичьи и частные земли, установить рабочий контроль над производством, демократизировать общественно-политическую жизнь. Таким образом, буржуазно-демократическая революция в России стала важным событием в истории всех населяющих ее народов. Свергнув единоличную царскую власть, революция открыла путь к республиканскому устройству. Вместе с тем, по ряду объективных и субъективных причин, февральская революция не достигла своих основных целей. Нерешенными остались вопросы мира, земли и национальных проблем. В центре России установилось двоевластие, а в Кыргызстане троевластие. Очень скоро из-за политической близорукости и беспечности местного населения, ввиду еще слабого влияния большевиков, созданные на местах советы и национальные комитеты передали власть Временному правительству. Антинародная политика Временного правительства, обострение обстановки на фронтах мировой войны усугубили кризисное положение в стране, усилили классовое и политическое расслоение и активизировали массы. Как закономерное следствие, в Кыргызстане также усилилась тяга всех слоев населения к политике, стали возникать различные буржуазные, социал-демократические, национал-патриотические и националистического толка политические партии и организации, взявшие на себя руководство народным революционным движением. Усиливалось влияние большевиков. К осени 1917 года в России существенно возросла роль партии большевиков. Рост ее влияния особенно отразился в деятельности Советов. Разгром Корниловщины, пытавшей установить военную диктатуру, поднял авторитет большевиков, ослабил контрреволюционные силы. В этой обстановке Владимир Ильич Ленин выдвинул лозунг «Вся власть Советам», временно снятый после июльских событий. Теперь этот лозунг стал призывом масс к вооруженному восстанию, свержению Временного правительства, установлению диктатуры пролетариата.
24 октября, то есть 6 ноября 1917 года, в Петрограде началось вооруженное восстание. На другой день, 7 ноября, восставшие рабочие, солдаты и матросы заняли все важные объекты столицы, и военно-революционный комитет объявил о падении Временного правительства. Всероссийский второй съезд Советов избрал Совет народных комиссаров, первое рабоче-крестьянское правительство во главе с Владимиром Ильичем Лениным. С этого времени партия большевиков превратилась в правящую партию. На съезде были рассмотрены вопросы мира и земли, и по ним приняты первые декреты советской власти. По главным положениям декрета о мире была разработана программа всеобщего демократического мира. В соответствии с чаяниями миллионов людей России декретом о земле была ликвидирована помещичья собственность на землю, которую как государственное достояние передали народу без возмездного пользования. Становление советской власти в Кыргызстане проходило с большими трудностями и в специфических условиях. Слабое развитие производственных сил, малочисленность промышленного пролетариата, недостаточное влияние партии большевиков, враждебные отношения между кыргызами и русскими, возникшие как следствие колониальной политики царизма, все это оказало негативное воздействие на процесс становления новой власти. Установление советской власти в Ташкенте 31 октября 13 ноября по новому стилю 1917 года ускорило этот процесс во всей Средней Азии, в том числе и на кыргызской земле. Третий краевой съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 28 ноября объявил о переходе государственной власти в Туркестане к Совету народных комиссаров и принял постановление о передаче власти на местах в руки рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В это время власть в Кыргызстане находилась в руках Временного правительства, а большинство в Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов составляли меньшевики и эсеры. На территории Кыргызстана первыми советскую власть объявили Сюлюкта и Кызылкия. На процесс ускорения становления советской власти на юге Кыргызстана большое влияние оказал Ферганский областной 6-й съезд Советов. На съезде, проходившем 6-7 декабря 1917 года, большевики имели численное преимущество. В результате была принята их резолюция и решен вопрос о взятии Советами всей полноты власти в свои руки. После этого во всех регионах Ферганской долины начала устанавливаться советская власть. В декабре 1917 года советская власть победила в Джалалабаде, в январе 1918 в Аше. Повсеместно организовывались советы и в сельских регионах, где власть тоже переходила в руки трудящихся. В Северном Кыргызстане советская власть впервые была установлена в Таласе в начале декабря 1917 года при активном содействии рабочих железнодорожников линии Ташкент-Алма-Ата и солдат гарнизона Аулие-Ата. В установлении советской власти в северной части Кыргызстана большую роль играл и Пишпек. Однако в октябре 1917 года большевики Пишпека еще не представляли единую организацию и продолжали сотрудничать с левыми эсерами. Вместе с тем, рост недовольства рабочих и кустарей, кыргызских бедняков, пострадавших в восстании 1916 года, привел в ноябре-декабре в Пишпеке к резкому возрастанию революционной активности, что способствовало усилению влияния большевиков. Осенью в Пишпекском уезде было создано несколько подпольных большевистских групп. На строительстве Чуйской оросительной сети во главе с рабочим Иваницыным, на предприятиях Пишпека во главе с механиком Меркуном, в Пишпекском гарнизоне во главе со Швец-Базарным. В это же время в Пишпеке организовалась первая в Кыргызстане национальная большевистская группа под руководством Хасанова, Сарыкулакова, Худайбергенова. Основной опорой большевиков был союз Бухара, имевший большое влияние среди дихкан уезда. Установление советской власти в Пишпекском уезде встретило ожесточенное сопротивление контрреволюционных сил. Поворотным этапом в ходе революционных событий в уезде стал митинг, проведенный 31 декабря в Дубовом парке Пишпека при участии более 1000 человек. Митинг объединил все революционные силы, возглавляемые партией большевиков, для активных действий и принял решение о создании отрядов Красной гвардии. 1 января 1918 года большевики добились еще одной важной победы. Военное руководство Пишпекского совета было заменено большевиками, председателем назначен Швец-Базарный. 5 января 1918 года состоялся съезд Советов Пишпекского уезда, который объявил об установлении советской власти во всем регионе. В феврале советская власть победила в городе Токмоке. Там была создана Красная гвардия в количестве 300 человек. Утверждение советской власти в Пишпекском уезде во многом облегчило свержение 3 марта 1818 года буржуазного правительства в областном центре Жетысуйской области, городе Верном. Это способствовало созданию условий для быстрой победы советской власти во всей области, в том числе и в Прижевальском уезде. В Прижевальске и в Нарыне установление советской власти проходило в сложной и напряженной обстановке. Жители этих уездов, сочувствовавшие советской власти, обратились за помощью в Жетысуйский областной и Пишпекский уездный советы.
В ответ на обращение нарынских кыргызов из Токмака выступил отряд красногвардейцев под командованием Дубовицкого, который разгромил местные контрреволюционные силы и остатки вооруженного отряда Коканского автономного правительства. Съезд Советов Нарынского региона 8 апреля 1918 года объявил об установлении советской власти на своей территории. В Иссыкульской котловине, особенно в Прижевальске, Тюпе, Теплоключенке и других селах с многочисленным русско-казахским населением, реакционные силы оказывали ожесточенное сопротивление советской власти. Борьба с контрреволюционными силами здесь продлилась до лета 1918 года. Прибывший из Верного красногвардейский отряд в конце июня 1918 года ликвидировал в Прижевальске власть Временного правительства и оказал содействие в созыве 26 июня Уездного съезда Советов. Был распущен старый и избран его новый состав. Советы взяли на себя власть в Прижевальске. Таким образом, к середине 1918 года советская власть утвердилась на всей территории Кыргызстана. Гражданская война. Установление советской власти в центре и на местах породило вооруженное сопротивление свергнутых эксплуататорских классов. Гражданская война была продолжением борьбы за власть. Поэтому определение четких границ между самой революцией и гражданской войной имеет очень условный характер. Вместе с тем, в первой половине 1918 года вооруженная борьба не была всеобъемлющей и проявлялась в ограниченных рамках. Кровопролитная непримиримая война началась во второй половине 1918 года и продолжалась вплоть до конца 1920 года. В Туркестане, в том числе и в Кыргызстане, эта война проходила с особым ожесточением и имела свои отличительные особенности. Летом 1918 года в результате целенаправленной деятельности империалистических держав гражданская война приобрела широкий размах. Объединившиеся с белогвардейцами интервенты Англии, Франции, США и Японии начали открытые военные действия с целью свержения советской власти. Основной их ударной силой стал сформированный еще до революции Чехословацкий корпус, состоящий из чехов и словаков. Численность мятежного корпуса достигала 40 тысяч человек. Захват автоматом Дутовым 3 июля 1918 года города Оренбурга отрезал Туркестан от Центральной России. Для разгрома контрреволюционных сил в Туркестане в июле 1918 года были образованы Актюбинский, Закаспийский и Семиреченский фронты. Военными действиями руководил Туркестанский штаб обороны, фронтами Революционный военный совет Туркестанской республики. Был также назначен главнокомандующий. Особое внимание было уделено формированию новых частей Красной армии. На юге Кыргызстана гражданская война была направлена в основном на борьбу с басмачеством. Басмачество, первоначально возникшее как разновидность национально-освободительной борьбы местного населения, в действительности было реакционным движением. В силу своей многочисленности оседлое население в Южном Кыргызстане было расположено очень плотно. В соответствии с уровнем развития производительных сил оно разделялось на несколько социальных слоев. Рвущиеся к власти местные могачи, недавно народившаяся буржуазия, верхушка мусульманского духовенства были основной движущей силой басмачества. Неверная антирелигиозная политика большевиков, преследование духовенства вызывали раздражение у некоторой части народных масс. Контрреволюционные силы умело использовали в своих интересах стремление народа к национальной независимости и отстаивание своих религиозных убеждений. Вооруженные силы басмачей в основном состояли из обманутых или запуганных дихкан. Идейные вдохновители басмачества, служители религии, прикрываясь различными догматами шариата, вели активную контрреволюционную пропаганду, вводя темных людей в заблуждение. Толчком к переходу некоторых дихкан на сторону басмачей послужила и введенная советской властью политика военного коммунизма, по которой у крестьян изымались все излишки скота и зерна. Басмачество нельзя рассматривать односторонне, только как националистическое движение, возглавляемое реакционными феодалами и махровой буржуазией. Контрреволюцию, в том числе и басмачество, поддерживали и возглавляли империалистические страны, в первую очередь Англия. Басмаческим движением, широко распространившимся в Южном Кыргызстане, руководили такие курбаши, как Калкхожо, Мадамин-бек, Мойдун-бек, Эргеш, Рахманкул, Кюрширмат, Аман Павлан и другие. Они фактически подчинялись белогвардейским офицерам и иностранным интервентам. Оборона советской власти. Для защиты советской власти в Туркестане, в том числе и в Кыргызстане, Центральный исполнительный комитет Туркестанской АССР 10 июля 1918 года принял решение постановления и организовал штаб обороны. Особое внимание уделялось привлечению к делу обороны местного населения. В результате началось массовое вступление добровольцев в Красную армию. В Кыргызстане одними из первых красноармейцами стали такие кыргызские джигиты, как Абдрахманов, Баялинов, Каралаев, Садаев, Токбаев.
В ходе гражданской войны из их рядов выдвинулись боевые командиры Логвиненко, Османбеков, Саадаев, Кучуков, Масанчин. Первые вооруженные столкновения красноармейцев Кыргызстана с внутренними контрреволюционными силами произошли верным летом 1918 года. Вызванный на помощь красноармейский отряд кыргызстанцев проявил решительность и высокую боевую выучку при подавлении русского казачьего контрреволюционного мятежа. В сентябре 1918 года в Пишпеке был создан отряд, насчитывавший 250 красноармейцев, и отправлен на Семиреченский фронт. Позднее отряд преобразован в первый Пишпекский советский полк. Командовал полком большевик Логвиненко. Сильные отряды Красной Армии были созданы в Токмоке, Прижевальске, Нарыне, Аше, Джалабаде, Кызылкие. Несмотря на предпринятые конкретные меры, на юге Кыргызстана продолжали бесчинствовать басмачинские банды. Они грабили кишлаки и аилы, сожгли несколько русских сел. Для борьбы с басмачами из Дихкан, Андижанского и Ошского уездов была создана так называемая крестьянская армия. Однако пробравшийся в нее белогвардейский офицер Монстров и бывший царский генерал Муханов своими подрывными действиями и агитацией добились того, что летом 1919 года эта армия выступила против советской власти. 7 декабря 1918 года в селе Беловодском контрреволюционеры под руководством левых эсеров подняли мятеж. Советская власть была свергнута, а ее представители повешены. 14 декабря мятежники атаковали Пишпек и овладели его западной частью. К мятежникам примкнули крестьяне-переселенцы из села Сокулук, Карабалта, Садовая, Александровка и другие. Для подавления мятежа со всех районов Северного Кыргызстана двинулись отряды Красной Армии. С Семиреченского фронта на помощь отозвали знаменитый первый Пишпекский полк. Преодолев маршем за 9 суток 600 километров, полк 22 декабря прибыл в Пишпек, а 23 декабря объединенные силы красноармейцев нанесли по восставшим сокрушительный удар и заняли село Беловодское. 29 декабря уезд был очищен от контрреволюционеров. Красноармейцы, погибшие в этих боях, похоронены в Дубовом парке Бишкека. В июле 1919 года белогвардейский отряд ворвался в Прижевальский уезд, занял село Тюб. К нему тут же присоединились богатые крестьяне-переселенцы из сел Николаевка, Покровка, Михайловка, Семеновка. 20 июля белогвардейцы при поддержке мятежных крестьян предприняли штурм города Прижевальское. Целую неделю до подхода красных отрядов из Верного и Токмака стойко оборонялись жители города. 26-27 июля объединенные силы красноармейцев нанесли захватчикам сокрушительный удар. Остатки банды и ее активные организаторы бежали в Китай. Для укрепления советской власти в Туркестане правительство 14 августа 1919 года организовало Туркестанский фронт. Командующим был назначен наш земляк Михаил Васильевич Фрунзе. Все воинские силы Туркестанской республики вошли в его подчинение. После упорных боев с белогвардейскими силами части Красной Армии в сентябре 1919 года соединились с туркестанскими войсками. Связь между Ташкентом и Россией была восстановлена. В феврале 1920 года по приказу Фрунзе из казахов и кыргызов в Жетысу была образована особая киргизская кавалерийская бригада. В Токмокском уезде до этого в декабре 1919 года действовал Дунганский кавалерийский полк под командованием Масанчина. На Манганском уезде Османбеков организовал отряд кыргызских добровольцев. Образование национальных частей сыграло в гражданской войне особую роль. Доверие местного населения к советской власти значительно повысилось. В сентябре 1919 года командир крестьянской армии Монстров и Курбаши Мадамин-бек заключили союз о создании автономного правительства. 8 сентября их объединенные силы заняли город Ош, а 17 сентября осадили Андижан. Пришедшие на помощь горожанам отряды Красной Армии в конце сентября нанесли вооруженным силам Монстрова и Мадамин-бека сокрушительное поражение. Остатки их войск отошли к Гульче, где они создали временное ферганское правительство. В октябре 1919 года Мадамин-бек созвал Курбашей на совещание, на котором его объявили ханом. После нескольких вооруженных столкновений Монстров 17 января попал в плен. Чувствуя неизбежность поражения, Мадамин-бек 6 марта вышел на переговоры и признал советскую власть. В начале 1920 года Антанта предприняла еще один поход против советской власти. Войска Польши, объединившись с силами Врангеля, в мае напали на Украину. Готовился и новый поход на Туркестан. Главнокомандующий туркестанскими войсками Михаил Фрунзе 7 мая 1920 года отдал приказ о мобилизации в Красную армию местного населения в возрасте от 19 до 35 лет в количестве 30 тысяч человек. Это первая в истории народов Центральной Азии широкомасштабная мобилизация была проведена успешно.
Остатки внешней и внутренней контрреволюции, оправившись после поражения, начали сосредотачивать силы на окраинах страны для последних попыток дестабилизировать власть. Такой мятеж был предпринят в ноябре 1920 года в долине Ат-Баши. Возглавили его бывший офицер Кирьянов и торговец Бондарев. Опираясь на поддержку местных баев и манапов, они совершили в Нарыне контрреволюционный переворот и взяли в плен командование дислоцированного там 23-го полка. Советские руководители были убиты, 47 партийных и советских работников арестованы. Были восстановлены царские порядки и начата подготовка к походу на Токмок и Пишпек с целью захвата власти во всем Джитису. Отряды Красной Армии встретили мятежников на подступах к Кочкору. После ожесточенного сражения 16 ноября враг был разгромлен, а Кирьянов взят в плен. Остатки мятежников бежали в Китай. К концу ноября Нарынский уезд был полностью очищен от контрреволюционеров, советская власть восстановлена. Таким образом, гражданская война в конце 1920 года в Кыргызстане была завершена.